в коммерции, да, и поверьте, раз в неделю мне писем 5-6 приходило, дай денег. И в итоге эти письма просто вот складывал, сами знаете куда. У нас сейчас финансовое состояние у коммерции ничем не лучше, чем у бюджета. И получается, в других регионах, где есть команда Суперлиги, там намного лучше все. Нет, на самом деле мы проводили анализ по северо-западу с точки опять не хоккея с мячом, да, а в целом по структуре, по финансированию по спорту. Мы на самом деле находимся на третьем месте после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах ситуация в целом по отрасли на самом деле еще и хуже. Поэтому в данном случае как бы наша задача не ухудшить, а улучшить ситуацию. А то, что касается... Как лучше таких же еще раз, давайте начнем с того, что пока ситуация такая. Больше я ничего сказать не могу, пока к сожалению. Вы видите путь один только, да? Получается улучшение только в титульном спонсоре. Не в титуле, ну вот на самом деле работал клуб там в районе 2 миллионов, находит мелкими нормальными, мелкими спонсорами. Работа ведется, просто ими не выйти из ситуации, с ними разово выйдем, какой-то сбор, какой-то выезд мы с ними помогли нам кто-то сделать. Ну все. Во всех видах спорта, во всех субъектах федерации, всегда это волевое решение. Я согласен, поэтому каких-то компромиссов, есть необходимость найти волевое решение в поиске спонсора. С компромиссами с определенными, правильно? Да. Ну, здесь компромисс по отношению к спонсору титульному, опять же, какие-то налоговые послабления, какие-то помощь в получении федеральных субсидий и так далее. Эта работа как бы сейчас ведется, ну, на примере вот клуба «Зыряночка», я сейчас эту работу провожу в процессе. То есть здесь тоже нужно просто эту работу вести и находить. Есть еще вопросы? Давайте тогда будем как бы резюмировать. Значит, я думаю, что вам всем из сегодняшнего проведенного собрания стало понятно, что, по крайней мере, следующий год, да. Да, задача на следующий сезон, значит, выступать в высшей лиге. Результат не важен, но желателен вход, значит, в финальную пуль. Какими силами? Вы слышали, что готовится, вернее, не готовится, а будет утвержден закон о том, что, значит, как таковых спортсменов-инструкторов в команде за бюджетный счет не будет. То есть им ставки никто оплачивать не будет. Бюджет будет оплачивать только выезда. То есть, как Дюшка сейчас у нас. У них есть там Архангельск Open, да? Водник Open, вернее. Они собрались и выехали, им оплатить бюджет. Вот то же самое будет с нами. Точно такая же ситуация. Значит, в связи с такой как бы ситуацией, я вам сразу говорю, что значит состав команды уже будет формироваться, опираясь на воспитанников ДЮСШ. Значит, ребята наши, скажем так, ветераны, наши заслуженные там, мастера и так далее, все будет основываться на их желании. Хотят они выступать здесь, играть перед своими трибунами, они самостоятельно будут приходить, тренироваться, то есть это будет любительский интерес. Ну, Игорь Владимирович немножко скрасил, не, сгустил краску. Нет, я не сгущал краски, я говорю то, что вас ожидает, ребят. Ну, это ожидает половина команды. А теоретически с 1 января 2016 года. Все равно, это будет говорить уже о сезоне. Потому что вот они сидят, они подумают, у них дети, у них семьи, им надо работать, им надо кормиться как-то. А, к сожалению, вот это, то, чему они посвятили всю свою жизнь, значит, доживая до 40 лет, это уже такого не будет. Поэтому, ну это не сколько может быть для болельщиков, что на следующий год, на следующий сезон, дорогие болельщики, несмотря ни на что, мы должны собираться, должны поддерживать команду. И все-таки, как бы мы этого, как бы нам там удается, не удается, но наши ряды должны расти. Вот какие молодцы, вот сейчас вот ребята ушли, идет у нас же первенство города среди команд, да, клуб болельщиков, ребята собрались, побежали, потому что надо играть и так далее. То есть здесь мы нашли как бы какой-то вот камень, к которому, или магнит, к которому мы притягиваемся. И вот таким же магнитом должна стать вот эта вот, скажем так, будет обновленная, может быть, команда, к которому мы должны все, ну, как бы притянуться и болеть, продолжать и увеличить свои ряды, потому что чем больше болельщиков, тем лучше для команды. Ведь условия созданы на сегодняшний день для наших болельщиков, можно сказать, идеальные. Это, начиная от свободного входа на стадион, да, если вы помните, раньше платили там денежку, сейчас, пожалуйста, свободно приходите. Плюс
все вот эти, не знаю, как сказать, это крамола, не крамола, но требования закона о болельщиках и о проведении спортивных соревнований у нас соблюдается на таком уровне, чтобы наш болельщик чувствовал себя как комфортно. Вообще вопросы с точки зрения болельщиков, доступа самого стадиона, есть какие-то предложения, пожелания?